Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшепшара. Я Нарсула Бухба, ее ведущий. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. И сегодня в выпуске. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл представила в парламенте доклад о деятельности аппарата за прошлый год. Активисты инициативной группы «Гарахакалак» на пресс-конференции рассказали о проблемах застройки в столице и своем видении развития архитектуры города. Соответствует ли бензин, который мы заливаем в наши автомобили, заявленному качеству? Госстандарт проводит проверку качества топлива на АЗС республики. Рауль Лолуа назначен советником президента по вопросам национальной безопасности и обороны. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Аслан Бжани. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл представила в парламенте доклад о деятельности аппарата за прошлый год. Омбудсмен остановилась на проблемах, с которыми сталкивался аппарат уполномоченного по правам человека при взаимодействии с государственными структурами. Немало нареканий прозвучало в адрес органов прокуратуры и судов. Асида Шакрыл в очередной раз призвала начать обсуждение содержания предыдущих докладов уполномоченного по правам человека, в которых даны подробный анализ нарушений прав человека и рекомендации по их устранению. Подробности у Гуцы Вардания. В начале своего доклада омбудсмен подчеркнула необходимость более тесного и эффективного взаимодействия Генеральной прокуратуры с аппаратом уполномоченного по правам человека. Считаю важным обратить внимание на то, что у уполномоченного нет иных рычагов восстановления нарушенных прав и свобод человека, кроме как обратиться в Генеральную прокуратуру или в суд. А учитывая, что закон об уполномоченном имеет существенные пробелы и ограничивает возможности уполномоченного обратиться в суд, именно прокуратура в соответствии с законодательством обязана по запросу уполномоченного реагировать и возбуждать уголовные или иные дела. В своем выступлении омбудсмен отметила, что каждый госслужащий должен нести ответственность за свою деятельность, так как важно соблюдать принципы и нормы, заложенные в Конституции Абхазии. Уполномоченный по правам человека обратила внимание на рассмотрение обоснованности и законности судебных решений. Асида Шакрыл также добавила, что есть десятки судебных решений, которые не приведены в исполнение. Суды должны давать оценку действиям государственных органов, отметила омбудсмен. Шакрыл подчеркнула, что серьезная проблемой в нашей стране является отсутствие многих законов. В своем выступлении уполномоченный по правам человека упомянула о ряде вопросов, представленных в прошлых докладах. В частности, они касаются предотвращения пыток и унижающего человеческое достоинство обращения, соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, недопустимости неправомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, пересмотра абсолютного запрета абортов, недопустимости включения в Уголовный кодекс Республики Абхазия санкций в виде смертной казни, полноценного обеспечения права на доступ к правосудию, возможности восстановления исконных фамилий и этнической принадлежности жителей Абхазии. Асида Шакрыл затронула и проблемы в энергетической отрасли республики, отметив, что государству необходимо найти выход из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация требует безотлагательного, неполитизированного обсуждения проблем энергосистемы Абхазии и подготовки программы по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Асида Шакрыл отметила, что одним из самых важных пунктов в ее докладе, как и в предыдущие годы, остается вопрос создания кризисного центра для детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Также Шакрыл обратила внимание на проблемы в обеспечении социальных гарантий, отметив, что вопросы пенсионного обеспечения в Абхазии до сих пор регулируются законом о пенсионном обеспечении граждан в СССР от 15 мая 1990 года и отдельными нормативно-правовыми актами. Размеры абхазских пенсий и пособий ниже суммы прожиточного минимума
И сам установленный прожиточный минимум также не соответствует минимальным потребностям. В данном вопросе омбудсмен отметила финансовую помощь России, направленную на социальные выплаты. Шакрыл коснулась и проблемы бедности. Она подчеркнула необходимость проведения аудита в госструктурах и пересмотра их бюджетов. К сожалению, из-за отсутствия государственной статистики в данной сфере, из-за отсутствия комплексного мониторинга бедности сложно оценить реальные масштабы этой проблемы, степень ее влияния на жизнь людей. Во всех докладах уполномоченного описываются проблемы, с которыми сталкивается население восточных районов Абхазии в области паспортизации. Шакрыл добавила, что необходимо создать базу данных с информацией о жителях восточных районов республики. Мы все должны понимать, что решение политических, правовых, гуманитарных, социально-экономических вопросов, связанных с Гальским районом, не может осуществиться само собой, без определенных усилий. Учитывая весь комплекс проблем, с которыми сталкиваются жители этих районов, считаю, что недопустимо откладывать их решения, и вновь призываю все структуры государственной власти, политические партии и гражданское общество начать незамедлительное обсуждение формулирования концепции развития Гальского района. Асида Шакрыл подчеркнула, что ежегодные доклады уполномоченного по правам человека содержат призывы к международному сообществу о недопустимости международной изоляции Абхазии. Омбудсмен добавила, что на протяжении 30 лет европейская политика недопуска Абхазии к участию в международном сотрудничестве в разных сферах, включая и доступ к международным механизмам защиты прав человека, остается неизменной. Я надеюсь, что, учитывая имеющиеся у Абхазии минимальные возможности для взаимодействия с международными структурами, действия МИД будут направлены на поиск друзей, на закрепление уже достигнутых позиций посредством выверенной дипломатии в целях расширения международных площадок с участием Абхазии, а не наоборот. Шакрыл добавила, что опыт 5-летней работы выявил некоторые недочеты закона об уполномоченном по правам человека, снижающие эффективность деятельности аппарата. Поэтому специалистами был подготовлен отдельный пакет рекомендаций доклада, который связан с совершенствованием закона об уполномоченном по эффективной защите прав человека. Хочу выразить признательность прежде всего сотрудникам аппарата уполномоченного за их честный труд и внимательное отношение к каждому, кто обратился к нам, а также всем, кто, осознавая важность правозащитной деятельности, помогал, поддерживал работу нашего офиса. В завершение Асида Шакрыл выразила надежду на то, что следующие 5 лет работы уполномоченного по правам человека пройдут в эффективном сотрудничестве с Народным собранием, со структурами исполнительной власти и судебной системой на благо всех жителей Республики Абхазия. Постоянный представитель президента в парламенте Андрей Барциц подчеркнул, что многие вопросы, затронутые в докладе, требуют активной работы и общего участия. Я думаю, что совместным трудом мы придем медленными, но уверенными шагами к тому, чтобы попытаться нивелировать те риски, которые стоят перед нашим государством в системном смысле этого слова, которых вы озвучили. Спасибо большое и успехов следующему уполномоченному по правам человека. При любом обращении уполномоченного всегда изначально в сроки рассматриваются изложенные факты в случае их подтверждения. Если усматриваются какие-либо правонарушения или уголовно наказуемое деяние, либо акт прокурорского реагирования, либо направление материалов для проведения доследственной проверки в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, что делается органами прокуратуры. Я в этом просто убеждена. Депутаты поблагодарили уполномоченного по правам человека за проделанную работу. На что-то мы успеваем реагировать, на что-то нет. Вот что касается вопросов, связанных с Восточной Абхазией, с паспортизацией, в рамках парламента создана соответствующая рабочая группа, которая призвана
отчасти решить и этот вопрос, да, и там будут обсуждаться соответствующие актуальные проблемы. Более того, по инициативе руководителя Комитета по обороне и безопасности, который является именно депутатом самого проблемного района в этом отношении, часто проходят встречи, в том числе и в администрации президента, с исполнительными органами власти. То есть этот вопрос не оставлен согласен. Есть вещи, с которыми я могу быть не согласен, и депутаты, но в общем, если мы будем обнажать существующие проблемы, это в любом случае полезно для каждого из нас и для государства в целом. Вас со своей стороны хотел бы поблагодарить за проделанную за эти 5 лет работу. Депутаты приняли доклад уполномоченного по правам человека единогласным решением. 5-летний срок полномочия Сиды Шакрыл завершается в конце марта 2023 года. Гугут Савардания, Заур Кварчи, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Новый состав Общественной палаты Абхазии полностью укомплектован. 27 марта в палату были избраны 11 представителей партий и общественных организаций. Ими стали Даур Агарба, Ираста Гумава, Батал Айба, Астама Рахба, Коба Гогохия, Тенгиз Джопуа, Абисалом Кварчия, Эдик Квирая, Астамур Логуа, Изольда Хагба, Руслан Хашик. Первое заседание Общественной палаты состоится в среду 29 марта. Министр туризма Теймураз Хишба встретился с российскими журналистами, прибывшими в Абхазию в рамках пресс-тура «Медиазвезды» туроператора «Интурист». Проект проходил в Абхазии на прошлой неделе. В рамках пресс-тура журналисты федеральных СМИ посетили популярные и развивающиеся туристические направления, пообщались с ательерами, гидами, туристами и представителями туркомпании Абхазии. Министр ответил на вопросы, касающиеся бронирования отелей на ближайшие месяцы, подготовки к туристическому сезону, открытия аэропорта, уровень гостиничных объектов и сервиса, а также реконструкции моста через реку Псоу. Теймураз Хишба рассказал и о прогнозах на нынешний сезон, который, по его словам, будет успешным. Мы ведем постоянный мониторинг. У нас достаточно серьезное увеличение на май и июнь. На май мы предполагаем, что на данный момент заявок на отдых в Абхазии на 30% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но могу с уверенностью вам сказать, что основные потоки и основные, тогда, когда вот наши гости покупают путевки, происходит прямо впритык к майским праздникам. Это такого рода тенденция. Почему-то вот это так сложилось, и к чему я это говорю? На данный момент на 30% больше, чем в прошлом году. Но мы надеемся еще увеличение на май. Расширенный репортаж с брифинга министра по туризму Теймураза Хишба смотрите в рубрике «Амшипшара Яцу» после выпуска новостей. 27 марта отмечается Международный день театра. Работников театра в Абхазии с праздником поздравил президент Асламджани. Глава государства выразил благодарность людям, причастным к прекрасному театральному миру, и отметил их вклад в эстетическое и нравственное воспитание абхазского зрителя. С праздником всех работников театра поздравил министр культуры Дауркова. Он пожелал им новых ярких премьер, удачных постановок, интересных гастролей, неизменного интереса зрителей, аншлагов и восторженных аплодисментов. Состоялась пресс-конференция членов инициативной группы «Арахакалек». Активисты общественной организации рассказали о своем видении развития города, проблеме стихийной застройки, высотности новых объектов в исторической части города. Репортаж Али Китрапш. Активисты общественной организации «Харахакалак», куда входят архитекторы, художники, юристы, инженеры-строители и представители других профессий, обеспокоены проблемой градостроительства и архитектуры столицы. В частности, на пресс-конференции речь шла о проблеме стихийной застройки высотными объектами на исторической части города. Предметом обсуждения стало строительство одного из таких зданий на Сухумской набережной. Хочу подчеркнуть, уже не первый раз, но, к сожалению, это важно. Мы не политическая группа, не представляющая ничьи интересы и никем не финансируемая. Собравшаяся исключительно на теме
заботы об облике нашего города. Мы собрались сегодня здесь, потому что перед городом стоит действительно такая очень острая проблема. Эта проблема, она возникла и наблюдается уже большое количество лет. Но сейчас на центральной набережной выросло уже, к сожалению, высотное здание, которое нарушает вот те главные правила, по которым должен строиться город. По мнению активистов Харахакалак, город должен развиваться комплексно и необходимо задать вектор его долгосрочного развития. Строительство в прибрежной зоне требует профессионального подхода, а отсутствие градостроительной концепции приводит к хаотичной застройке города. Опасно такое строительство тем, что, во-первых, мы можем лишиться какой-то архитектурной, если хотите, ландшафтной целостности нашего города. Мы рискуем потерять аутентичность нашего города. Подобное стихийное застраивание может привести к функциональному дисбалансу территории. То есть мы не понимаем, где будет наибольшая концентрация жилого сектора, рекреационные зоны, где будут у нас все-таки оставаться общественные пространства, зеленые парковые зоны. Что надо добавить? То есть при таком хаотичном подходе, неконцептуальном, мы, к сожалению, можем потерять вот это вот плановое видение нашего города. И у каждого города есть свои природные ограничения. Это сложность рельефа, так называемая орография нашего города, неоднородный рельеф. Это сложность геологических условий. Наши грунты отличаются неоднородностью, особенно в прибрежной зоне, особенно в исторической зоне. Они относятся к сложным, категории сложных грунтов. Это неустойчивые грунты. Встречаются торфы, торфяные грунты, что предъявляет высочайшие требования проектировщикам, конструкторам и строителям при закладке и выборе фундамента. Еще одним фактором сложности строительства прибрежной части являются сейсмические условия. Индекс сейсмического риска здесь составляет 9 баллов. Кроме того, город подтопляется паводками, поэтому системы водоотведения и ливневки должны быть грамотно спроектированы. Все эти факторы должны быть учтены перед планированием строительства, отмечают члены общественной организации Харахакалак. И исторический центр, тот, о котором идет речь сегодня, он был спроектирован и заложен задолго до появления современных конструкций. Соответственно, эти сети и коммуникации не рассчитаны на такую нагрузку. Грубо говоря, если посмотреть на фотографии, на наши кадры, видно, что вместо 2-3-этажных зданий появляются 9-10 этажные комплексы, которые резко увеличивают нагрузку на инженерные сети. Это канализация, это электрические сети, транспортная нагрузка, парковки, транспортный коллапс. Город не рассчитан на такое количество автомобилей в одном месте одновременно. То есть комплексный подход, градостроительный план как раз-таки говорит, что город нужно зонировать так, чтобы у всех было свое место. И в случае каких-то пиковых нагрузок возможно была возможность рассеять эту нагрузку. В отсутствие градостроительного кодекса говорить о контроле и регулировании застройки в столице не приходится. Активисты Харахакалак ссылаются на решение Сухумского городского собрания от 12 ноября 2009 года. В данном решении говорится о том, что высотность зданий от улицы Титова до реки Басла и до железнодорожного полотна, то есть вот этот прямоугольник весь, не может быть выше 16 метров. Пожалуй, здесь стоит согласиться с тем, что это достаточно большой объем, и поэтому говорить, что везде это строительство запрещено, наверное, будет неправильно для развития города в первую очередь. Но на сегодняшний день это единственный документ, который нам позволяет ограничить этажность в центральной исторической части города.
объекты, которые имеют огромное значение для города, они должны обсуждаться на общественных слушаниях и выноситься на обсуждение в компетентный орган. Сейчас городсовет не обладает такими полномочиями, чтобы он мог запретить или разрешить какой-то объект к строительству. Мы бы хотели, чтобы у городсовета был более понятный, более обширный спектр задач и компетенций, чтобы мы могли с помощью градостроительного совета контролировать качество архитектуры, которая будет строиться в Сухуми. Во-первых, каким образом? Если речь идет об объектах, которые находятся в зоне значимых объектов в зоне исторической застройки, вот приведем пример, что здание, строящееся на набережной города, оно захватывает своей 50 и 100-метровой зоной, радиусом, захватывает несколько объектов историко-культурного наследия. Сейчас охранных зон у этих зданий нет, но если бы они были, для того, чтобы обосновать строительство в этой зоне, нужно было бы учесть и охранные зоны, и перспективные виды по улицам, и высоту, и панорамный вид с моря, который тоже может быть под охраной. И все эти моменты сейчас мы упускаем, а в будущем не будет возможности это уже вернуть обратно. Между тем, Генеральной прокуратурой проводится проверка на предмет законности строительства многоэтажного капитального здания в столице по адресу Когони 11. Активисты общественной организации «Харахакалак» в ближайшее время намерены провести круглый стол с привлечением представителей профильных ведомств, а также депутатов городского и народного собраний. Алика Тапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Соответствует ли бензин, который мы заливаем в наши автомобили, заявленному качеству? Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору проводит проверку качества топлива на АЗС республики. Вместе с инспекцией на проверку 3 заправочных станций «Роснефть», «Подорожник» и «Азид» выехала Сария Кварасхели. Для проведения анализа качества дизельного топлива и бензина Госстандарт использует экспресс-лабораторию нефтепродукции, где определяется качество топлива, октановое число и наличие серы. Специалисты также проверяют, имеет ли место недолив топлива. Мы изначально начали с того, что проверяли на недолив. У нас свои есть специальные мерники, которые запломбированы, мерники 2 класса. Просим оператора пустить 10 литров и на мернике своем замеряем. Ровно 10 литров топлива зашло в наш мерник или нет. То есть таким образом мы выявляем, есть ли факт недолива. После мы берем литр топлива. На данный момент сейчас мы отобрали дизель, но возьмем и 92-й, 5-й и 100-й тоже и будем проверять на октан. Предметом проверки является соблюдение требований метрологических норм и правил. Специальные приборы, установленные в передвижной лаборатории, дали результат в течение 20 минут. Поставили бутылку 92-го бензина, настраиваем, исправляем и запускаем. Проведенные анализы АИ-92 и АИ-95 дизельного топлива и сотового бензина дали положительный результат. Бензин и основные показатели соответствуют ГОСТу. Недолива не обнаружено. Остались вопросы у нас по огнетушителям и по цистернам, поверены они или нет. На месте, на точке продажи документов нет. Сделали запрос, документы нам в течение дня предоставят, и уже у нас будет полная информация и по огнетушителям, и по пломбировке резервуаров. Аналогичная проверка прошла и на АЗС «Подорожник» в селе Мачара. Нужно отметить, что ни на одной заправочной станции не знали о приходе работников Госстандарта. И здесь качество бензина соответствует ГОСТу. Недолива и нарушений не обнаружено. Провели исследование анализа 92-го на этой заправке «Подорожник». 92-й соответствует ГОСТу, 92,5 и моторному по исследовательскому методу. Дизельное топливо тоже провели исследование. Оно тоже показало становое число 52,7. Температуру вспышки закрытым тигле 67,0 и все остальные показатели тоже соответствуют ГОСТу. 100-й бензин тоже провели экспертизу. По моторному методу у нас показало 88,2, а по исследовательскому 100,1. Все соответствует бензину, качество очень шикарное. Согласно распоряжению председателя Госстандарта, провели проверку и на АЗС «Азид». Здесь также не пришлось штрафовать, писать акты и привлекать к ответственности. На данном автозаправочном комплексе обмана потребителя не происходит. Как показала наша лаборатория, по всем видам топлива, включая дизельное топливо, очень хорошее качество, октаны все даже завышены. Также мы проверяли топливо на предмет недолива. Недолива тоже не обнаружено. На данной АЗК нарушений нет. Работа в этом направлении будет продолжена во всех районах Абхазии. Сария Кварасхели, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
В Сухуми прошел 4-й съезд Республиканского профсоюза экскурсоводов Абхазии. Делегаты съезда обсудили проблемы экскурсионной сферы. Также был избран высший руководящий состав профсоюза. Председателем стал Дмитрий Акуция, заместителями Илья Шадани и Фор Чичба. В комитет также вошли Денис Гопи и Наталья Базба. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 28 марта, на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 17-22 градуса тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.